Ученые открывают все новые генетические заболевания. Это научный прорыв или количество генных мутаций у населения в последнее время действительно увеличивается. Можно ли исправить генную поломку и какие возможности на вооружении у современной науки? Об этом мы сегодня как раз таки поговорим с главным научным сотрудником учебно-научной лаборатории геномная медицина клиники Института СВФУ, членом Российского общества генетиков Надеждой Максимовой. Надежда Романовна, здравствуйте. Не так давно, рассказывая о генетических заболеваниях жителей Якутии, вы, можно так сказать, что заявили, что каждый сотый якутянин обладает какой-то, некой мутацией в гене. Да? Вот насколько, как вообще воспринимать ваши слова? Ведь некоторые их восприняли не так, как нужно было, не тем должным образом. Ну, если посмотреть как бы в общем, то каждый человек является носителем какой-то определенной мутации. Даже не одной, а по некоторым последним данным, например, после расшифровки генома, считается, что до 10 наследственных заболеваний человек носит у себя, да, является носителем до 10 наследственных заболеваний, но он об этом не знает. Но насколько вообще это серьезно, перебью вас сразу? Это есть заболевания, которые передаются по наследству прямо от поколения, из поколения в поколение, это аутосомно доминантные, тогда, в принципе, в семье известно об этом заболевании. Мы говорим скорее всего, больше о носительстве таких заболеваний, как называемые аутосомно-рецессивные, которые находятся в таком подавленном состоянии, и они встречаются тогда только в том случае, когда оба родителя, являясь носителем этого заболевания, и у них рождается ребенок. Уже при встрече двух мутантных аллелей, да, рождается больной ребенок. Только в этом случае возможно узнать, что есть такое генетическое заболевание. И так и было до того времени, как расшифровали весь геном, человека и стали более подробно изучать эти заболевания, носительство этих генов. И поэтому в нашей лаборатории мы как раз занимаемся изучением тех заболеваний, которые наиболее распространены в нашем регионе, в нашей популяции, потому что эти больные приходят на консультацию к врачу-генетику, и у них всегда встает вопрос, что это за заболевание у ребенка. И чаще всего, конечно, оно бывает непонятное для семьи, что это, откуда это взялось, ни у кого нету этого заболевания, да. Родители в недоумении, все начинают так спрашивать друг у друга, искать причины. И после постановки диагноза, вначале на клиническом уровне, потом уже сейчас возможно проводить молекулярно-генетическое изучение, то можно уже поставить диагноз и уже сказать, что и родители тоже являются носителями этих заболеваний, но они об этом никогда и не знали. Ну, насколько вообще это все серьезно, и стоит ли сильно задачиваться и беспокоиться вообще тем, что обнаруживают какие-то определенные отклонения генетического уровня? Ну, я скажу, что это, в принципе, помогает у нас в республике проводить эту диагностику на более высоком уровне, да, и это помогает разрабатывать уже организационные мероприятия для того, чтобы снижать количество вообще заболеваний с наследственной патологией в республике, вообще в мире и в России, на что направлена сама именно медико-генетическая служба, да, снижение и профилактика наследственных заболеваний. И поэтому люди, да, они сейчас очень модно сейчас считается сдавать какие-то генетические тесты, можно прямо даже сдать полный геном провести, да, например, этого человека любого. Сейчас это вполне доступно, и в России это доступно, например, сделать за определенную плату. Но опять же, что вам нужно узнать? Всегда вопрос, да. Я, например, хочу узнать, по каким заболеваниям генетическим я предрасположена. Обычный человек спрашивает. Или, например, к онкологическим, кардиологическим заболеваниям, да, есть такие пожелания. И если в области наследственных заболеваний этот тест даст точные результаты, что есть у вас, например, носительство таких-то заболеваний генетических,
вот тех же рецессивных, да, то в области предрасположенности он скажет только в процентном соотношении, например, риск, например, такого-то заболевания там 7%, 3%, да, предрасположенности, например, к шизофрении, к онкологическим заболеваниям. То есть там он будет не настолько точным, потому что все-таки эти заболевания мультифакториальные, и они зависят не только от генетических факторов, они зависят еще и от внешней среды. То есть от того, что человек кушает, как он занимается спортом, там, все это вокруг. А вот молодым людям, которые, у которых, скажем так, в ближайшие планы там, создать семью, да, им обязательно ли нужно сдавать какие-то тесты на совместимость? Ну, учитывая, да, все-таки, что у нас есть возможность проводить, можно проверить, например, себя на 7 наследственных заболеваний, которые довольно высоко у нас распространены в нашей республике, то, конечно, это возможно. Например, сейчас у нас начинается пилотный проект в Республиканской больнице номер 1, Национальный центр медицины, там медико-генетическом центре, да, среди нескольких улусов. Это называется репродуктивный генетический скрининг на те 7 заболеваний, частота которых ну, высокая. Это вот, как говорится, каждый 100-й там может быть, каждый, может быть, даже 30-й некоторых там заболеваний, носителем этих генетических заболеваний. Это делается для того, чтобы, например, у беременной женщины можно было увидеть, она является ли носителем этого заболевания, а потом, если выявляется носительство какого-то из этих 7 заболеваний, то предлагается пройти тестирование ее супругу. То есть, если супруг является носителем, тогда уже проводится, конечно, прицельно у плода. Ну, дородовая диагностика, если это заболевание. Потому что каждый год рождается примерно 1-2 ребенка вот с одним из этих 7 заболеваний. И поэтому, конечно, задача медицины, а многие из них это точно наследственные заболевания, а многие из них еще и имеют высокую летальность в раннем детстве. Вот количество генетических заболеваний, оно вообще о чем свидетельствует? О том, что наука не стоит на месте, развивается, либо о том, что действительно мутаций генов стало все больше? Нет, это, скорее всего, конечно, говорит о развитии науки, потому что есть такой международный каталог МакКьюсика наследственных заболеваний, да, и там каждый год прибавляется потихоньку, понемножку количество наследственных заболеваний. Сейчас оно уже больше 6 тысяч наследственных заболеваний. Раньше, когда мы только начинали, где-то там чуть больше 5 было, там около 5 тысяч наследственных заболеваний. Сейчас уже больше 6 тысяч. Каждый год находятся новые, ну, они более редкие, чем, например, раньше они были, да, которые были описаны, благодаря, конечно, тем результатам генетики, которые сейчас ну, как бы очень такими большими шагами идет вперед. Стоит их вообще лечить? Нужно ли лечить? И обязательно ли это? Ну, некоторые, очень малая часть наследственных заболеваний поддается лечению. Это, например, та же фенилкетонурия, там есть недостающий какой-то фермент, и, например, нужно его лечить там. И при других, например, около 40, наверное, наследственных заболеваний. Это в основном обменные заболевания, которые возможно лечить методом или исключения, например, там каких-то продуктов, например, чтобы не попадали не в организм и не вызывали какие-то последствия, да, или наоборот введением вот этого недостающего фермента в организм. Именно редактирование самого вот генома, да, это довольно сложная штука, так сказать. Над этим работают многие институты США, Канады, Европы, все, да, и пока сильно таких прямо именно в области редактирования генома сильно больших успехов пока нету, но я думаю, что все-таки они будут, конечно, потому что очень много исследований проводится, и желание вылечить человека – это, конечно, самое сейчас важное. Но, да, к сожалению, в последнее время все чаще приходится слышать о раке, да, и, соответственно, сразу у людей возникает ряд и масса вопросов, да, заболевание действительно опасное, да, и вот передается ли оно по наследству, насколько это все серьезно, какова вероятность вообще передачи, если он передается все-таки по наследству? Есть онкологические заболевания. Да, онкология, конечно, это в основном мультифакториальная болезнь, когда много генов задействовано, но есть наследственные формы рака, они уже точно известны. Это, например, рак груди, колоректальный рак, да, при которых можно найти и мутацию в гене, и сказать,
что вот в этой семье и очень есть повышенный риск рождения вот, детей там, с именно онкологическими заболеваниями. Но это гораздо меньше процент, так сказать, среди всей патологии онкологии. Но чем больше родственников в семье, тем повышается риск. То есть это и до молекулярной эры обычно врачи-генетики считали, да, риск. Обычно он прямо высчитывается чуть ли не на калькуляторе, можно вычитать. Чем больше больных в семье, родители там болели, бабушки болели, там, тети, дяди, да, то прямо их прибавляешь там и высчитываешь, и тем выше риск. Но обычно самое высокое это 10% при наследственных формах рака. При генетических заболеваниях все-таки риск это 25% выставляется, 50%, то есть там уже, конечно, гораздо выше риск. Ну, а если вот, скажем так, изменить свой образ жизни, да, вести здоровый образ жизни, питаться правильным питанием, да, то насколько может измениться вот свой генный статус и тем самым, может быть, улучшить свои физические и там, генные составляющие? Ну, генетический статус, он не меняется в течение всей жизни, он остается таким, каким он есть. То есть, сразу перебился, и меняя свой образ жизни, мы никак не сможем повлиять? На генетические заболевания вряд ли, а те заболевания, которые мы называем вот с предрасположенностью, конечно, можно, потому что это процентов всего 20-15% составляет как бы генетический фон. А все остальное это, конечно, образ жизни, это питание, это как вот занимаетесь спортом или не занимаетесь спортом, да, отношение к жизни чисто даже. То есть все это, конечно, влияет. Вообще сейчас существует очень множество различных ДНК-тестов, с помощью которых, насколько мне известно, можно даже определить предрасположенность к тем или иным, там, предположим, видам спорта. Ну, действительно ли это так? И какова вообще доля вероятности, что тот вид спорта подходит действительно именно мне? Там, да, можно сейчас проводить такие, это очень модно, проводить такие исследования, и спортивная, так сказать, генетика развивается. Ну, там, грубо говоря, выявляют больше гены выносливости и гены быстроты, то есть те виды спорта, которые являются, ну, в которых основная задача это вот выносливость, да, те гены, например, смотрят, а в тех видах спорта, где нужна быстрота, так сказать, то тогда смотрят эти гены. Ну да, это в принципе как бы востребовано очень и дает какую-то, наверное, я думаю, информацию для спортсменов, для их тренеров. Ну вот и, пожалуй, в завершении нашей беседы хотелось бы вот задать такой вопрос общий, наверное, связанный уже в целом с вашей работой. Вот какая сейчас работа вообще ведется в научной вашей учебной лаборатории, да, вот что в планах, вот, расскажите немного. Ну, наша лаборатория, она занимается, конечно, поиском новых заболеваний, разработкой новых методов диагностики этих заболеваний. И следующий этап это, конечно, какие-то поиски лечения тех же наследственных заболеваний, которые именно характерны и распространены в нашем регионе. Мы в этом году выиграли большое государственное задание Министерства образования и науки Российской Федерации. И вот сейчас на эти следующие 5 лет у нас есть большое задание, чтобы мы выполняли его уже. Ну вот насколько, кстати, вот якутяне, ну, скажем так, активно следят за своим здоровьем и вот обращаются к вам, чтобы вот сдать те самые вот анализы для того, чтобы, к примеру, как мы уже говорили, проверить там на генетическую совместимость там, молодых людей? Ну, сейчас уже больше и больше, и, конечно, есть желающих, но это все равно, я думаю, наверное, дело будущего будет. И осведомленность, конечно, необходима для молодых, для будущих родителей, чтобы они знали, какие заболевания у нас возможно делать диагностику и какие часто именно в нашей республике. Надежда Романовна, большое спасибо вам за участие в нашей программе. Я напомню, что о генетических исследованиях мы сегодня говорили с научным сотрудником научной лаборатории геномная медицина клиники медицинского Северо-Восточного федерального университета Надеждой Максимовой. Якутия-24 следит за развитием важных и самых актуальных событий. Оставайтесь на нашем канале.